ММА – один из самых популярных видов спорта во всем мире. В Ингушетии смешанные единоборства начали развивать недавно, но даже за такой короткий промежуток времени этот вид спорта хорошо прижился в нашем регионе. Немаловажное значение имеет и то, что в нашей республике с каждым годом открывается все больше бойцовских клубов. Так, например, в городе Воинская Слава недавно открылся первый зал по смешанным единоборствам «Малгобек», где каждый день местные ребята с большим интересом и желанием проводят тренировки. Бойцовский клуб «Малгобек» начал функционировать год назад. Если раньше местным ребятам, решившим связать свою спортивную карьеру со смешанными единоборствами, приходилось выезжать в соседние районы, то теперь они могут проводить тренировки в родном зале. Башир, расскажи, как проходят тренировки на сегодняшний день в вашем зале, сколько тренировок у вас в неделю, насколько активно ребята выкладываются? Тренировки проходят хорошо. В неделю 5 тренировок, кроме субботы и воскресенья, с 6 до 8 тренируемся. Это взрослая группа, есть группа детей с 4 до 5:30, неделю 3 раза. Это вторник, четверг, субботу они тренируются. Готовимся, пока лето. Все отдыхают, мало турниров было, в принципе, и не было, что последние пару месяцев не выступали нигде. Сейчас вот с сентября месяца начинают турниры, будут турниры и будем выступать, в принципе, к ним и готовимся. Башир, если говорить про недельные тренировки, вот как у вас расписана неделя, в понедельник какие тренировки, по каким критериям вы работаете? Тренировки проходят у нас ММА, поэтому борьба, бокс, кикбокс, в ММА практически все виды спорта и все виды единоборства. Понедельник у нас сегодня отработка в партере, вторник бывает стойка. Но в принципе мы акцент не делаем там определенно понедельник борьба или вторник там бокс. Мы меняем тренировки, бывает и день стойки, бывает день борьбы. Но в пятницу у нас обязательно спарринги, всегда спарринги в стойке, и смешанно, и в партере. То, что отрабатываем в течение недели, стараемся это все реализовать в пятницу в спаррингах. За короткое время воспитанники клуба уже успели принять участие в различных всероссийских турнирах по смешанным единоборствам. Перед тем, как выйти на профессиональную арену, бойцам ММА необходимо набираться опыта на соревнованиях любительского уровня. Ислам, фахайо занимаешься же мало турниров клатал. А занимаешься что хаяс? Черкесия летал, Назрань летал, Дагестан летал, Хасурти. Может, я нахаяс. Мелхал турниры жарыш, волноваться туры хотите тавахля. Да, хал турниры, эскофо, сервисский турниры. Волноваться дол водрал, череп турниры. Ханзы турниры, дамы я не ханзы мало турниры кешто ждущо. Тренировки, дамы что хамас тренировка была. Ханзы тебе хали лёрт турнир, готовится лёртха. Тренировки нормально дают, динаться его вахтина, кайди. Ханзы тренеры же, мы что пишем тренеры же, мелчах поддержки у нас архолатля турниры. Тренер жадик по поддержке, жадик по поддержке, омет дикбо тренер. Ислам, ханз общем я че мало цели я ос ММА. М1 начал цель. Белял, расскажи, как давно ты здесь занимаешься, на каких ты турнирах участвовал? Я занимаюсь уже 9 месяцев. Участвовал на нескольких турнирах. Грэпплинг, панкратион. Больше всего мне запомнился панкратион. Где этот турнир проходил? Сколько у тебя там боев было? Насколько сложны были соперники? Турнир проходил в Назране. Было 3 боя. Первые 2 я выиграл, а третий проиграл. Финальный бой проиграл. А раньше ты занимался каким-нибудь другим видом спорта? Почему ты именно в ММА перешел?
Занимался вольной борьбой. Там мне что-то не хватало. Захотелось прийти сюда как-то. А вот эта вольная борьба тебе как-то помогает теперь в смешанных единоборствах? Да, помогает. На Панкратионе я благодаря ней выиграл. Вот если говорить в будущем, какие ты цели ставишь перед собой, какой ты результат хочешь показать в смешанных единоборствах? Хочу стать чемпионом мира по ММА. На сегодняшний день в клубе тренируется свыше 60 бойцов, 2 смены. С основным составом в зале работает главный тренер бойцовского клуба Малгобек Баширкагиев, который считается одним из самых опытных ингушских бойцов. Во время спарринга к нам часто приезжают ребята с бойцовского клуба «Хищник», с бойцовского клуба «Эрзи». Это мы им всегда рады. Это и обмен опыта, и не только ребят, но и самих тренеров. И такие дружеские отношения во время спарринга, вот таких друг другу обмен, да, помогает, чтобы знакомиться и общаться в дальнейшем по республике. На сегодняшний день в этом зале тренируются ребята, которые пришли, некоторые пришли из вольной борьбы, некоторые из бокса. Вот насколько они уже подтянулись в смешанных единоборствах и какие вы задачи ставите перед собой? Да, здесь в этом зале половина борцов, половина боксеров. У нас в Малгобеке в основном развита вольная борьба и бокс в целом. И есть ребята, которые пришли впервые в зал. С ними, в принципе, с боксерами, с борцами легче работать. Они уже имеют определенный опыт в спорте, в боксе или борьбе. И там боксеру поставить борьбу или борцу поставить ударку, перевести его в смешанный вид спорта намного легче и удобнее. Перенаправить его, направить в правильное русло, чем для меня это легче, чем новичку объяснять. И бокс надо будет, и борьбу, и все, и бег. И, надо ему объяснять с детства, как с азбуки, можно сказать. Впереди этих ребят ждут серьезные старты, а значит и подготовка должна быть соответствующей. Ближайший турнир, в котором будут участвовать представители бойцовского клуба Малгобек, пройдет в городе Нальчик уже через пару недель. А в ноябре наши бойцы будут принимать участие на мастерском турнире. Ахмед, расскажи, к каким турнирам ты готовишься, как у тебя проходят тренировки, сколько у тебя тренировок в неделю? Тренируемся каждый день, получается, с понедельника по пятницу, каждый день тренировка идет. Утром бываем в боксе, вечером тут. Готовимся к мастерскому турниру в Нальчике. Там должен любительский турнир по ММА. К этому готовимся где-то в начале октября, где-то в конце ноября. К нему готовимся. Ахмед, если говорить подробно про твой тренировочный процесс, на чем ты делаешь упор, допустим, понедельник, вторник, да, так поэтапно, и как ты себя чувствуешь? Мы поэтапно делаем. Понедельник подготовка к борьбе. Сегодня понедельник и борьба полностью. Вторник тоже бокс, отработка. В среду игра, ОФП, кроссфит делаем. Четверг тоже спарринги, стойка. И пятницу ММА, чисто турнир. Не турнир, а как получается, спарринги ММА получается в пятницу. Недавно у тебя была небольшая травма, да? Успели ты залечить свою травму, и на сегодняшний день как ты себя чувствуешь? Колено, травма, да, она нормально прошла. Чуть бывает ноет, а так не беспокоит пока. Хорошо себя чувствую, готовы, к любым стартам. Вы также проводите, да, и спарринги с бойцами из других клубов. Насколько для тебя важны такие моменты, как ты набираешься опыта? В пятницу к нам приезжал «Хищник». Там пару ребят приехали, с ними поспарринговали. Тоже хорошие ребята. Они в Нальчике готовятся, турнир у них профессиональный. Они там боксируют, ММА выступают, готовятся. К нам приезжают, с нами спаррингуются. Хорошие ребята, практически очень хорошие даже. Перспективные ребята мы. И все, с ними тренируемся, у них опыт набираем, они у нас, мы у них так передаем опыты. И это очень даже хорошо, когда приходят другие, мы сами скоро будем ездить туда, они к нам приезжают. Это для опыта, для развития, это для практики даже очень отлично. Альберт, расскажи, к каким турнирам ты готовишься, в какой форме ты находишься и как у тебя проходят тренировки? В данный момент сейчас ближайший турнир у нас это в Нальчике, Кокусский турнир мастерский. Тренировки проходят нормально, пока мы не начали подготовку на этого турнира. А так, последнюю неделю я отдыхал, а так сейчас я начал тренироваться, идут нормально, все хорошо. Альберт, если говорить подробно, как у тебя проходят вообще поэтапно тренировки, какие тренировки ты по дням проводишь, на чем ты делаешь упор?
Ну, сейчас в данный момент утром, через день я по боксу тренируюсь 9 часов. А через день бегаю утром по горам там, или в парке бегаю. И вечером тут тренируюсь в данный момент. А когда подготовка бывает, в день 3 раза тренируюсь. Там, бывает. За это лето, это первый твой турнир, да, на котором ты выступишь. Насколько для тебя важно выиграть на этом турнире предстоящем? И как ты себя мотивируешь? Ну, для меня каждый турнир важен очень. А этот турнир мне важен в том, что он мастерский турнир именно по ММА. И я хотел бы сейчас стать там мастером спорта. В дальнейшем, после этого турнира, хотел бы там выступать по боям. Альберт, ты совсем недавно, да, начал заниматься ММА, однако ты уже выступал и за пределами республики, и внутри республики на турнирах. Где тебе проще выступать? Для меня легче там за пределы драться, потому что там не бывает родственников, там напряг бывает слишком, когда рядом свои. А так, в дальнейшем цель у меня, по боям там выступать, там результат сделать, там, не знаю, какой-то организация контракт подписать, ну, например, там, ACA, так. На сегодняшней тренировке спортсмены отрабатывают ударную технику. В последнее время все больше бойцов ММА делают большой упор на стойку. Ведь благодаря грамотному поставленному удару исход поединка может завершиться зрелищным нокаутом. Вторая часть тренировочного процесса начинается с отработки борцовских навыков и грэпплинга. Оттачивать все нужные аспекты, находясь в положении маунт, ребятам помогает Башир Гагиев. По окончании отработки всех необходимых навыков смешанных единоборств во время тренировочного процесса ребята проводят и спарринги. Для того, чтобы разнообразить тренировочный процесс, руководство проводит межклубные тренировки, а также периодически приглашает именитых спортсменов, чтобы те проводили мастер-классы. Если говорить про топовых бойцов нашего Башира, я знаю, что сюда активно приезжает и Хамзат Далгиев, Моусер Боков. Насколько важно начинающим бойцам тренироваться вместе с такими топовыми нашими бойцами? Это очень большой стимул видеть их не по телевизору, не по интернету, а воочию здесь в зале с ними работать, общаться, спросить про весогонку, про рацион питания, про сами тренировки, про тех бойцов, там, они часто ездят на сборы и так далее. Да, к нам всегда наш частый гость, друг Далгиев Хамзат всегда ездит к нам по мере своей возможности. Он, в принципе, часто на сборах, свои тренировки, готовится к боям. И когда у него получается, он часто приезжает к нам, и мы ему рады. Тот же Боку Моусер всегда у нас практически готовится и у нас в зале. Ребят подготавливает к тем некоторым турнирам, которые он сам выступает, дерется по Панкратиону, тоже помогает. И это для ребят очень большой стимул. С таких залов они сами вышли, и ребята это видят и стремятся к этому тоже
выигрывать, подняться на такой уровень, как и они. Помимо основного состава бойцовского клуба «Малгобек», здесь также тренируются и ребята, которые только начали делать первые шаги в спорте. Рамзан, расскажи, как ты давно здесь занимаешься, почему ты именно ММА выбрал? Мне ММА больше спорт нравится, я хожу сюда с декабря месяца. Расскажи, как теперь у вас проходят тренировки, что тебе больше всего нравится, насколько у тебя сложные тренировки? Мне нравится здесь то, что мы отрабатываем прием и уже больше знаем, как на соревнованиях отражать удары противника. Вот раньше ты занимался каким-нибудь другим видом спорта? Ну, я занимался раньше борьбой. Вот насколько тебе борьба пригодилась? Чувствуешь разницу тренировок здесь, в ММА, и раньше, когда ты занимался борьбой? Да, есть разница. Вот насколько большая разница? Где сложнее тебе? Ну, больше трудностей, мне кажется, здесь, потому что здесь ММА смешанные боя. Вот ты знаешь наших бойцов топовых, ты сам смотришь бои по телевизору? Да. Каких ты целей хочешь добиться в смешанных единоборствах? Есть боец, на которого ты равняешься? Ну, я хочу добиться первых мест на соревнованиях. На каждых турнирах хочешь побеждать, да? Да. А что нужно для этого делать? Нужно больше заниматься и после тренировки еще отрабатывать приемы. Многие из этих ребят в зале раньше занимались боксом или борьбой. Именно поэтому спортивный дух в этих ребятах заложен с раннего возраста. Имран, расскажи, как давно ты здесь занимаешься, на каких турнирах ты участвовал? Я занимаюсь 8 месяцев и участвовал на одном турнире по грэпплингу. Сколько у тебя там боев было, насколько сложные были твои соперники? Было 2 боя и были 2 соперника, которым было по 12 лет. Сложные были? Да, Не волновался перед турниром? волновался. Теперь расскажи, как у тебя теперь проходят тренировки в зале, насколько сложные тренировки? Средний, Несложные, да? не очень. Тебе нравится здесь? Да, Вот почему ты именно ММА выбрал? потому что тут ближе к нашему дому. Имран, а раньше ты занимался каким-нибудь другим видом спорта? Борьбой. Почему борьбу оставил? Меня туда записали. Туда далеко нужно было ходить, да? Да. А вот какую ты цель теперь ставишь перед собой? Чемпион. А что нужно делать, чтобы стать чемпионом? Усердно тренироваться. Ислам, хазы мала турнира кешті жуа тренировка ждамыш телха. В ноябре мастерский турнир редко цалки служат кланс. Тренировка, альхамдулилля, нормально. По проблеме ждет. Как раз ММА турнира киш служат. Хазы сина духа акцент туа ислам мас тренировка полха халах тренировка малагету. Акцент духа стойка юа борьба юлжми уже борьба их не хави. Стойки из халах это санялч дух тренировки я стойка. Кира я тренировки нормально, альхамдулилля. Общем, ислам фахая вообще ММА занимаешься, он халах борьба мы хави, так мелча наканю из борьба с ММА. ММА цашуда зровно, цашуда тренировки, борьба халк и халса, альхамдулилля, борьба бокса, цаншара бокса и халса, шака чона кани. Ханзы цашара мас турнира латау примерно так игры что запомните турнир малая. Ял хвор турнир ханитха цашара Россия дагадыртха панкратион, Россия дагад эскафо дагад вот жих игр серьезный турнир.
За пределами Ингушетии, так Ингушетия молотовья, ара молотовья, так хала мучаду хайлотш. Арагис халахетсун Ингушетия вот хай мехтиг мия азбанскис кахтаху арагис халаду. Ингушетия во все времена славилась сильными боксерами, борцами и дзюдоистами, а теперь на мировых аренах по смешанным боевым единоборствам все чаще начинает подниматься ингушский флаг.